Добрый день, уважаемые участники Конгресса. Меня зовут Наталья Антонова. Я работаю в общественной организации «Дом карельского языка», которая находится в селе Ветлозере в Республике Карелия. И тема моего выступления о передаче финно-угорских языков в современных условиях и языковом активизме. Начну свое выступление с таких наблюдений, что при анализе современных языковых ситуаций у финно-угорских народов сегодня крайне не хватает сравнительно сопоставительных материалов по языкам. Статистика свидетельствует об устойчивом снижении доли населения, владеющего языками своей национальности. Вместе с тем, статистика не предоставляет важную для понимания информацию о степени и уровне владения языками, качестве преподавания и усвоения учащимися, языковом самочувствии и языковых предпочтениях представителей этносов. Сведения, которые публикуются в ходе государственного мониторинга о количестве изучающих наши языки в образовательных организациях, сегодня, к сожалению, не отражают качество владения языками, а традиционное изучение языков в виде школьных предметов, факультативных занятий в рамках, скажем, дополнительного образования далеко не обеспечивает их передачу новым поколениям, как бы мы этого не хотели. Наши финно-угорские языки в основном уже не передаются автоматически в естественных условиях, в замкнутой и компактной языковой среде. Такие условия для сохранения языков скорее уже исключение, нежели чем норма. Молодежь финно-угорских народов свободно перемещается внутри районов и регионов страны и за ее пределами, и очень часто оказывается вне традиционной среды обитания своего народа. Поэтому нам необходимо внедрять инновационные технологии в передаче языка в современных условиях. Как таковая передача финно-угорских языков следующим поколениям, к сожалению, не является сегодня приоритетной темой в нашем сообществе. По-прежнему дозированное изучение языков в школах, например, считается основой их сохранения и функционирования. Поэтому необходимы изменения в осознании самой сути проблемы и мерах по ее разрешению. Как передать финно-угорские языки следующим поколениям сегодня, это должно бы стать предметом самого серьезнейшего обсуждения и нашего с вами сотрудничества. Здесь, разумеется, не справится отдельно взятая система, будь то система образования или частного сектора, отдельно школа или отдельно семья. Поэтому мы сегодня все убедительнее говорим о взаимодействии государственных и общественных институтов, об их совместной заинтересованности и ответственности. Передача финно-угорских языков нашим детям должна означать натуральное владение этими языками, их практическое и естественное использование. И единственно возможный путь для современных российских финно-угорских народов, реально ведущий к владению языками своей национальности, является путь к русско-финно-угорскому двуязычию. Только может ли оно стать сбалансированным и равноправным, это уже другой вопрос, в большей степени который зависит от региональных подходов и ресурсов. В деятельности гражданского общества все больше возрастает роль родителей и местных сообществ. В соответствии с изменившимся российским законодательством в сфере образования, выбор изучаемых языков как родных определяют родители ученика. Это, с одной стороны, усиливает возможность влияния на процесс изучения языков со стороны семьи ученика. Но, однако, не стоит уповать на активный родительский выбор в пользу изучения наследственных языков, если их престиж в обществе недостаточно высокий и не гарантирует социального продвижения ребенка в будущем. Таким образом, действия по сохранению языков меньшинств обоюдны как со стороны государственных структур, так и со стороны семей. Семья обязательно должна осознавать себя частью местного языкового сообщества, и независимо от того, владеют ли в ней финно-угорским языком или уже нет. Желание передать детям язык своих предков, который по разным причинам уже не используется в семье, должно стать важным мотивом общественной активности
нашей с вами общественной активности. Именно система образования способна обеспечить достижение адекватного уровня двуязычия путем выстраивания специальных образовательных программ, специальных подходов и методик в обучении и воспитании учащихся. Поскольку система образования является самой мощной системой государственного влияния в социализации личности. Колоссальное, очень важное значение здесь имеет первая, дошкольная ступень образования и способы овладения детьми финно-угорскими языками в раннем возрасте, в том числе с использованием практик языкового образования в перинатальную культуру молодой семьи, где планируется рождение детей. Таким образом, в контексте сегодняшних реалий первичным становится не столько государственное планирование содержания преподавания наших языков, сколько то, как государство, как современное государство откликается на общественные инициативы, на языковой запрос от населения и как соблюдаются наши языковые права. Причем двуязычие финно-угорских народов ведь не является новым явлением. Оно было типично на протяжении многих десятилетий прошлого века, когда финно-угорские народы осваивали общегосударственный русский язык и пользовались им наряду со своим родным языком. Но сегодняшняя ситуация, к сожалению, такова, что владение общегосударственным языком у большинства из нас, то есть русским языком, оказывается реально сильнее и убедительнее, чем наследственным. А зачастую от наших наследственных языков остались только ностальгические воспоминания об их звучании. Поэтому внедрение современных методик освоения языков, подготовка квалифицированных кадров – это очень важно. Деятельность по мотивированию населения и в целом гуманистические идеи в языковой политике страны могут влиять на воссоздание функционального двуязычия финно-угорских народов. И именно за этим, я полагаю, наше будущее. В свою очередь, осведомленность местных сообществ на предмет реалистичности русско-финно-угорского двуязычия и его перспектив должна стать во главу угла. Все большее значение приобретают конкретные практики и методы овладения миноритарными языками не только среди финно-угорских народов, но и в различных регионах и странах. Успешные примеры в отдельно взятых сообществах, организациях, семьях, соответствующие информационные и просветительские материалы. Первичными становятся усилия на микроуровнях, социальных уровнях, личные и частные примеры языкового активизма и энтузиазма, проекты по языковой поддержке семей и местных сообществ. Две общественные организации по разную сторону границы, Карельская региональная Дом карельского языка и финляндская Карелан Сивистус-Сеура, Карельское просветительское общество, недавно реализовали проект АБЧ «Сделай шаг на карельском языке», представляющий собой издание красочного пакета материалов, содержание которых универсально не только для финно-угорских языков, но и вообще для любых ранимых языков. Первый материал – это книжное популярное пособие о том, как в современных условиях можно передать наследственный язык маленьким детям в семьях и местном сообществе. Пособие дополняют две информационные брошюры. Первая – к двуязычию детей через карельский язык, и вторая – про языковое гнездо, и называется она «Языковое гнездо – это живая языковая практика». Эти информационные брошюры дают практические советы и описания действенных языковых практик. Упомянутый проект является примером того, как языковые активисты и практики готовы распространять свои знания и объединять опыт работы по передаче детям своих языков. Заслуживающими внимания в нашей среде становятся проекты, которые пропагандируют использование сразу нескольких языков, более чем даже одного и двух, но в которых финно-угорскому языку уделено полноценное место.
В любом случае, двуязычие – явление более прогрессивное, чем одноязычие, и является хорошим залогом последующего многоязычия и толерантного восприятия мира, и даже здоровья. Наши финно-угорские языки – это наши местные ресурсы в достижении этого многоязычия. В качестве успешных примеров финно-угорского сотрудничества за последние годы можно упомянуть социальный арт-проект под названием «Живой язык», как раз вербализирующий проблему передачи языка и реализованный недавно во многих финно-угорских регионах. Проведенные мастер-классы по рисованию комиксов сплотили людей разных профессий и возрастов, развили новую языковую практику и новые взгляды на финно-угорские языки и их практическое применение. Важно подчеркнуть усилившуюся просветительскую работу и сотрудничество языковых активистов в интернете, особенно в пандемийный период, который мы сейчас переживаем. Масштабные серии семинаров по обмену опытом проводит, например, платформа, которая называется «За языки народов Российской Федерации», в которой очень активно участвуют финно-угры. Содержательные веб-семинары проводит молодежная ассоциация финно-угорских народов в рамках интернет-проекта «Мафун Академи». Совершенно потрясающие и уникальные истории личного активизма открыты для обдумывания и адаптации на уровне финно-угорских сообществ. И хочется верить, что у молодежи будет продолжать формироваться запрос на финно-угорские языки уже в современном пространстве. Да, число носителей наших финно-угорских языков уменьшается, но вместе с тем среди финно-угорских народов увеличивается доля образованного населения, особенно людей с высшим образованием, и это, нужно сказать, обнадеживает. Осведомленность представителей финно-угорских народов об их истории и культуре, важности сохранения языков своих предков как основы этнической идентичности, активная личная гражданская позиция, возможность обмена живыми языковыми практиками, наша мобильность и коммуникативность, использование интернета, освоение новых материалов, а также внесистемные подходы заметно влияют на расширение практик и расширение функций использования языков. Это должно быть использовано и для передачи финно-угорских языков следующим поколениям, нашим детям, наряду, конечно же, с их передачей из уст в уста. Большое спасибо за внимание.